Новая газета пишет, что власти Чечни продолжают расширять территорию республики. Ингушский сценарий, по всей видимости, будет реализован и в Дагестане. Дело в том, что на границе между республиками есть 8 спорных территорий протяженностью 400 километров. Глава Дагестана Владимир Васильев еще в декабре прошлого года заявлял, что процесс проведения границы будет максимально прозрачным, но что-то пошло не так. Бывает. Дело в том, что на сайте парламента Чечни появилась карта, на которой, вопреки кадастровым данным, к республике были отнесены озеро Казеный-Ам и территория возле дагестанского села Ансалта. Естественно, поднялся шум и карту спешно удалили, но руководство Чечни от своих намерений не отказалось. Точно неизвестно, как проходили переговоры между главами республик, но 28 марта руководство Дагестана обратилось с письмом к полпреду президента на Северном Кавказе Александру Матовникову. Чиновники высказывались против действий администрации Кадырова. Поводом для жалобы стал еще один случай присвоения территорий. 18 гектаров земель в Кизлярском районе без всяких согласований вдруг оказался в составе Чеченской республики. Понятное дело, чего добивается Кадыров. Увеличение территорий людям нравится. Но это как с Крымом. Избиратели Путина были в восторге. Опять же, это повышает статус главы Чечни среди других политиков. Посмотрите, вот кто хозяин Кавказа. Только вот подобные поступки совсем не добавляют стабильности в регионе. Зачем будоражить людей? С какой целью? Общественность Дагестана и так уже сильно возмущена. А тут еще пример соседней Ингушетии. Но неужели в Кремле не понимают, к чему это может привести? Я с этим давно смирился и понимаю это.